Хәерле көннәр, добрый день. Безнең матбугат конференциясе Милли мультифест республика кинофестивален үткәрүгә багышланган. Наша пресс-конференция посвящена проведению республиканского детского кинофестиваля Милли мультифест. Мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Айтуганова Миләүшә Ләбибовна, директор Государственного бюджетного учреждения культуры Татар-кино, исполнительный директор Республиканского детского кинофестиваля Милли мультифест. Киатров Сергей Владиславович, главный режиссер Татар-мультфильма, член жюри фестиваля. Давлетов Айнур Рамзилевич, директор и супервайзер студии Долина Графикс, член жюри фестиваля. Безнең матбугат конференциясы ике дәүләт телендә барачак. Беренче сорауыбыз Миләүшә Ләбибовна сезгә. Сез бу кинофестивальнең тарихы белән таныштырып китсәгез иде һәм быелгы үзенчәлекләр хакында. Хәерле көн исәнмесез, добрый день всем. Милли мультфест республика балалар кинофестивале 3 ел элек беренче тапкыр үткәрелде. Бу инициативаны комиссия татар теле саклау комиссиясе күтәреп алды һәм лично Марат Готович Ахметов хуплады бу идеяны һәм беренче елны без куркып кына башлаган идек, чөнки бер кеше белмидер ул вакытта никадәр бала анимация белән һәм кино белән кызыксына һәм нинди мәктәпләрдә бу һөнәргә өйрәтү бүгенге көндә бар. Һәм менә шундый мониторинг үткәргәч, без аңладык, республика дәврендә бик күп мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында анимацияны өйрәтәләр икән. Гомумән алганда безнең 48 мәктәп килеп чыкты. Нәкъ менә шул анимацион һәм кыска метражлы фильмнар әзерләүче мәктәп. Шуларны туплап без беренче фестивальне үткәрдек. Әлбәттә инде ул тантаналы рәвештә ябылды филармония залында һәм шуннан соң инде комиссия әгъзалары һәм Марат Готович үзе әйтте, бу эшне дәвам итәргә кирәк, бу комиссия эшенә, планнарына керә дип әйтте. Инде хәзер 3нче ел безнең бу фестиваль үткәрелә. Быел без гаризаларны 15 октябрьгә кадәр алабыз һәм инде әгәр инде кемдер өлгерми икән, безгә һәр шалтыратучылар бар. Без инде әлбәттә озынайтырга да әзер бу кабул итү компаниясын. Әлегә инде регламент буенча 15 октябрьгә кадәр. Безнең быел 2 номинация татарча анимацион фильмнар һәм балалар өчен татарча кыска метражлы фильмнар номинацияләр тәкъдим ителә. Беренчесе инде анимация булгач, монда 7 яшьтән 17 яшькә кадәр балалар катнаша ала. Әлбәттә, монда төрле анимация кабул ителә. Ул пластилин белән эшләнгән, кәгазь анимациясе һәм инде заманча 2D графика, 3D графикада эшләнгән анимацияләр. Бу программалар бар. Компьютерда балалар бик әйбәт кенә эшләп баралар. Шуңа күрә мондый проблема кем булыр, ничек эшләрләр дигән бездә юк. Ел сайын гаризалар күбәя. Былтыр безнең 465 гариза булды. Бу инде тапкырласак, анда әниләр, әтиләр, укытучылар, балалар бакчаларда тәрбиячеләр монда инде якынча 4000 кеше, якынча 4000 кеше катнаша. Менә шул тулайым алганда инде. Шуңа күрә без уйлыйбыз, бу киләчәккә бик яхшы нигез булыр дип, чөнки бу анимация өлкәсе һәм графика өлкәсе ул кино һәм анимация өлкәләрендә хәзер бик популяр. Гомумән алганда киноларда да хәзер күп кенә анимацион әйберләр тәкъдим ителә һәм графиканы әйтәсе дә юк инде. Бу һәрбер кинопроектта, анимацион проектта кулланыла торган адымнар. Тагын нәрсә әйтим. Темалар буенча шул төрле темаларга мультфильмнар һәм кыска метражлы фильмнар кабул ителә. Бу инде әлбәттә гореф-гадәтләргә тугрылык, аннан соң халык аваз иҗаты, анда әлбәттә инде заманча эшли торган әйберләр бар һәм социаль хезмәткә ия анимацион фильмнар. Менә бу номинацияләр инде. Быел без ноябрь ахырында
шул ябылыш церемониясын эшләрбез, Алла бирсә. Ябылу тантанасы Мир кинотеатрында булачак. Әлегә бүгенгә ул 26 ноябрь дип билгеләнгән. Кыска гына шул. Рәхмәт. Леш Левина, русчада айтып кетсеңіз деймін қысқаша. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада вас видеть на пресс-конференции. Действительно, фестиваль Милли Мультфест – это на сегодняшний день единственный в области кино и анимации детский фестиваль, который проходит 3-й год уже. В первый раз мы 3 года назад получили поддержку комиссии по сохранению языков народов Республики Татарстан и провели, немножко даже не были уверены в результате, потому что не знали, сколько детей от 7 до 17 лет увлекаются этими направлениями, довольно перспективными на сегодняшний день. И мониторинг показал, что многие школы и детские садики уже занимаются подготовкой ребят. В детских садах это как такие творческие занятия, где дети лепят фигурки для анимационных фильмов из пластилина, либо вырезают из бумаги, либо делают кукольную анимацию. А в школах уже есть отдельные такие анимационные школы, которые по всей республике уже развиваются достаточно активно. Очень активно у нас несколько районов. Это Буинский, там есть анимационные школы. Есть хорошая анимационная школа в Актаныше. Активно в этом году Казань подключилась. Еще есть активный город Челны. Каждый год у нас практически из этих районов бывают победители. В этом году мы проводим в 3-й раз. Номинации у нас остались те же. Это анимационный фильм и короткометражный фильм. Но есть тематические акценты. Их мы тоже определили в этом году, поскольку объявлен год национальных культур в Республике Татарстан. Мы в конце ноября хотим сделать такой акцент и завершить фестиваль во время церемонии. Отдельный приз будет за это как раз межнациональное культурное сотрудничество. Возможно, мультики на разных языках Республики Татарстан. Естественно, у нас приоритет на мультфильмы на татарском языке, но мы принимаем заявки и на русском языке, и на других языках народов Республики Татарстан. Весь этот анимационный материал и короткометражные фильмы не остаются без проката. Естественно, мы, как Татаркино, дальше продвигаем этот продукт. Мы делаем 2 альманаха. Один альманах анимационный, второй альманах короткометражные фильмы, и совместно с Министерством науки и образования Республики Татарстан распространяем эти альманахи в детских садах и в школах Республики Татарстан. Кроме того, мы активно сотрудничаем с телеканалом Шаян ТВ, где наши альманахи не только транслируются как победители один раз, но и в фонде Шаян ТВ есть все 3 альманаха за 3 года, они периодически их показывают в своем эфире. То есть мы активно работаем по продвижению этого продукта в разных средствах массовой информации и по школам, детским садам республики. Рахмат. Сергей Владиславович, расскажите, пожалуйста, о критериях оценки и как вы оцениваете работы по итогам прошлых годов. Качество растет, вы довольны? Да, качество растет очень, даже по сравнению, всего 2 фестиваля было, да, и уже 2-й фестиваль был прямо на голову выше по качеству и по сюжету, и именно по самой картинке. Оценивается как сценарная как составляющая и, разумеется, качество самой картинки и национальный компонент. То есть мы принимаем на фестиваль, то есть на тему татарской культуры, либо на татарском языке, что тоже приветствуется, конечно же. Теперь на других языках тоже будем принимать. Что охота сказать, что фестиваль чем хорош, что это замечательная площадка, потому что многие студии детские, делая мультфильмы, теперь имеют возможность, как в большом прямо
кинопроизводстве, поучаствовать ими в фестивале. Это замечательная, это самый большой плюс фестиваля и, разумеется, дальнейшая жизнь мультфильмов. Вот. Критерии оценки. Так я сказал, что это сценарий, Сценарий. сама картинка и национальный компонент. Хорошо. У нас еще будут вопросы. Айнур Рамзелевич, вот что вы посоветуете, так скажем, участникам, чтобы вот победить, что они должны делать, и чтобы вот участвовать в конкурсе, вот, допустим, начинающий, куда может обращаться, в какую студию, может быть, есть, может быть, обучение какое-то? Я, наверное, скажу так, то, что в современном мире есть интернет-ресурсы бесплатно. Это Рутуб, это YouTube и многие, соответственно, интернет-ресурсы, где выкладываются бесплатные уроки, где действующие специалисты показывают, как это делается. Это замечательный как бы такой старт для детей, потому что в будущем в любом случае они столкнутся с действующей как бы индустрией, со стандартами действующих индустрий, а именно вот эта подготовка им поможет быстрее и легче освоить, получается, самопроизводство. Ну и кто, например, первый раз мультик делает или фильм делает, то я думаю, сначала в любом случае надо с простого начинать. Пусть история будет простенькая, но сделана качественно. Пусть будет коротенький, но хорошо сделано. А если слишком история запутанная, а качество, соответственно, не позволяет это преподнести, то неинтересно будет смотреть как членам жюри, соответственно, так и зрителям. Есть у вас вопросы? Сұрау Милеша Ләбибовнаға. Милеша Ләбибовна, менә башка рус телендә дә, бөтен телләрдә ярый дип әйттегез, әйеме? Хәзер бөтен кеше рус телендә белә, балалар рус телендә дә ярагач, нигә татарча эшләп торыйк дигән сүз уй туып, бөтен русча гына эшли башламасмы? Все-таки төп оештыручы барыбер татар телен һәм республикада башка телләрне саклау комиссиясе. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Әлбәттә, безнең татар теле иң беренче урында. Татар телендә булса, без инде аны әлбәттә Бонуслар биреләме аларга? Әйе, әлбәттә. Һәм инде рус телендә һәм гомумән анимацияны сөйләшмичә дә ясарга була бит. Музыка белән, видео белән. Анимация ведь не можно сделать и без слов. Да? Это же... Без шундай анимацион фильмнарны алган идек, бик күп кенә шундай мультфильмнар булды. Мәсәлән, шул ук Әлмәттән, анда бит Союз мультфильм студиясе бар хәзер. Ансын беләсез инде, әйме? Менә аннан, мәсәлән, бары тик музыка белән генә анимация ясау булды. Ул әлбәттә бөтен телдә аңлый торган әйбер инде, тел дип әйтик инде, анимацион теле гомумән, сез менә анимацион фильмнарны караганда, сезгә кайвакыт тел дә кирәк түгел. Сез аны аңлыйсыз, чөнки ул шул видео буенча, визуализация буенча безгә аңлашыла күп әйберләр. Әлбәттә, безнең өчен татар телендә мультфильмнар һәм кыска метражлы фильмнар беренче урында. Бу это приоритет дип әйтик инде. Ләкин былтыр шундый ситуация булды. Безгә рус телендә фильмнарны һәм анимацион фильмнарны биргән очракта да без татар кино тон студиясендә, бу инде звукозаписывающий студиясендә без аны тәрҗемә итеп дубляж ясадык. Ансы да була. Мин уйлыйм, бүгенге көндә менә шулай балаларны теге бер генә ниндидер ишекләтергә, бер генә шул форматта гына эшләргә тәкъдим итәргә кирәк тә түгел, чөнки ул никадәр күп телләр була. Мин мәсәлән үзем татар телен инглиз теленә дә тәрҗемә итәргә әзер. Чөнки никадәр тел күбрәк, шул кадәр сезнең тамашачы да күбрәк була. Без бит инде монда бары тик Татарстанда гына татар балалар мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында гына күрсәтергә ниятләнмибез. Безнең максат зуррак. Безгә шул балалар эшләгән анимацион һәм кыска метражлы фильмнар белән дөньяга чыгарга кирәк. Әлбәттә, менә бу Сергей әйтте инде, бу шундый мәйдан, это такая площадка, которая дает возможность развитию
Но ограничиваться только одним языком мы не должны. Но делать продукт, даже тот, который пришел на других языках, с дубляжом на татарский язык, нужно. То есть чем больше языков будет, тем больше распространения будет. Но приоритет всегда будет мультфильмы, анимационные фильмы и короткометражные фильмы на татарском языке. Можно я тоже добавлю, да? Мне еще тоже, ну, так похвалю фестиваль в плане того, что это очень хорошая площадка для педагогов, то есть мотивация для педагогов, которые преподают анимацию, потому что зачастую это просто энтузиасты. На сегодняшний день анимацию преподают в основном энтузиасты. И вот это, опять-таки, замечательная площадка показать свои успехи. Ну да, потому что у нас хорошие призы от комиссии по делам сохранения языков, и татарского языка. Там же очень приличные призы. У нас первое место – это 100 тысяч рублей. Даже для педагогов, которые работают с детьми, например, в детском садике, это неплохая сумма. Я не говорю уже о личных достижениях. Например, 2 года подряд у нас с хорошими мультфильмами подает заявку девочка из Буинска. И 2 года подряд, первый год она была первое место, второй год второе место. Это стимул, и мы очень благодарны и Марату Гудовичу Ахметову, и всей комиссии за то, что именно вот это материальное стимулирование дает возможность хороший продукт получить на выходе. Но мы его еще и дорабатываем. Когда мы чувствуем, что, например, в детском садике или в школах нет нормальной студии озвучивания, да, нет студии дубляжа, например, или в принципе нет тон-студии, то мы совместно с актерами из разных театров мы делаем мультфильмы уже для церемонии закрытия фестиваля с хорошим звуком и сами дорабатываем это. Это как бы такая помощь от организаторов, от дирекции фестиваля, чтобы продукт потом уже в альманахе дошел до своего зрителя в хорошем качестве. Ярыймы devam etsem. Lakin стимул дейдигиз, Ахметов жетеклеген комиссиянын түп стимуланда тил үйрөнүү булырга тийиш. Бу татар тилинде мультфильм анимация жиберген балаларга нинди бонуслар була? Һәм алар башкаларга караганда, рус тилинде жиберген балаларга караганда үстүнлүгү нерседе чагыла аларның? Безнең гомумән татар телендә кабул ителә. Бер номинация генә бар, төрле телләрдә эшләнгән анимацион мультфильмнар. Бер номинация генә. Анда бирергә була. Менә быел карарбыз, безнең өчен әле бу эксперимент. Ничегрәк бу номинациягә ничә мультфильм килер икән? Гомумән алганда безнең татар телендә генә в приоритете. Олега, сколько этих работ вы получили уже на сегодняшний день? Бүгенге көндә безнең 400-гә якын гариза килде. Әле вакыт бар. Былтыргы белән чагыштырганда 465 иде. Мин уйлыйм, без быел күбрәк тә алырбыз. Есть вопросы? На сегодняшний день у нас около 400 заявок. По сравнению с прошлым годом было 465. Думаю, что до конца заявочной комиссии у нас будет еще больше мультфильмов, чем в прошлом году. Сергей Владиславович, вот среди участников есть там и детские сады. Как у них вообще, как они делают анимацию? Неужели и детишки умеют делать анимацию? Или это воспитательницы делают, а дети помогают? Ну, наверняка, конечно, режиссером выступает воспитатель с большой вероятностью, да, но причастность детей, да, к этому. Ведь анимация – это же такой же вид искусства, как и рисование обычное, да, как какой-то творческий, другие там пение. Просто, говорю, сегодня это делают энтузиасты. Но это абсолютно такое же искусство, где надо учиться с азов. И чем раньше ты начнешь анимировать, тем какие-то, к этому приобщиться. Это уникальная возможность, тем более у детей. И там бывают очень приличные работы. Да, конечно, может быть, это режиссер с большой вероятностью воспитатель. Вот что нужно, чтобы заниматься анимацией? Там хорошее оборудование. Вот это же, наверное, дорогой вид. Вот сегодня мы живем в уникальное время, когда сегодня, чтобы сделать мультфильм, нужен фотоаппарат. Ой, телефон. Вот.
сегодня мы дожили до такого времени, то есть вот несколько лет назад обычный человек мультфильм сделать не мог, потому что это надо было оцифровывать, это было все сложно, и компьютеры не тянули. Сегодня, говорю, нужно просто телефон. И в Байтике мы делали мастер-класс, мы там что-то занимались, и я говорю, давайте, ребята, сейчас скинем это все на компьютер и будем тут домонтировать. А мне девочка подходит и показывает на телефоне. Я, говорю, на телефоне уже все смонтировала и озвучила. То есть сейчас дети умнее нас уже, и пока нейросеть нас не оставила без работы, надо заниматься этим делом. Вот. Айнур Рамзелевич, что-то хотели сказать? Давай. Ну, вот как раз немножко Сергея поддержу насчет, например, искусственного интеллекта. Наша студия занимается компьютерной графикой для большого кино. Например, мы делали графику для фильма «Вызов». То есть кусочек этого большого космического фильма делали в маленьком аниматическом именно. Они в космосе. Но задачи были вполне земные у нас. Например, «Сердце Пармы». Сейчас вот в этом году поучаствовали и в китайских блокбастерах, как говорится. Многие спрашивают, почему про нашу студию не слышно, не видно, а мы онлайн. Поэтому многие тоже сегодня, возможно, первый раз слышат. И вот насчет искусственного интеллекта хотел сказать, заменит или не заменит. Например, в фильме «Вызов» мы доверились искусственному интеллекту в некоторые моменты, но, оказывается, за искусственным интеллектом все равно надо следить. То есть у нас появилась новая должность в студии, которая называется оператор искусственного интеллекта. Это помните, как в советское время было оператор станка ЧПУ? То есть все же боялись, что станки отберут работу как бы автоматизированные. Но оказалось, за ними тоже надо присматривать. Поэтому еще лет 10, мне кажется, искусственный интеллект не будет отбирать, как говорится, у нас работу. Да, все. Менә ул балалар җибәргән анимацион эшләр арасында зур мультфильм итеп үстерерлек ниндидер сюжетлар очрыймы һәм андый очраклар булуы мөмкинме? Әлбәттә, бу балалар, бу безнең киләчәгебез. Менә мәсәлән, татар мультфильмда хәзер күпчелек хезмәткәрләр, алар безнең институтта укыган балалар, студентлар, һәм алар бүген инде зур анимацион фильмнарга катнашалар. Мәсәлән, шул ук Әлдермештән Әлмәндәр, Сергей Кеатровның командасында, анда күпчелек шул безнең студентлар. Бу балалар, әйтик, 9-нчы, 8-нчы, 10-нчы, 11-нчы класстагы балалар, алар әлбәттә иртәгә кая киләчәкләр, шул ук профессиягә. Без шуңа өметләнәбез, чөнки бу профессияләрне үстерергә кирәк, бу киләчәк профессияләр. Мин уйлыйм, бу фестивальнең нәкъ менә шул төп максаты ул киләчәккә әзерләү, кадрлар әзерләү, киләчәккә Татарстанда менә шундый индустрияны булдыру. Һәм әлбәттә, никадәр күбрәк үткәрәсең, шул кадәр күбрәк балалар бу профессияләрдә кала. Я думаю, что площадка Милли Мультфест, она является основной задачей, ее является то, что мы мотивируем детей для того, чтобы идти в эти профессии, в анимацию, в кино. И это будущее кинематографа и анимационного искусства в Татарстане. Сегодня можно сказать, что многие выпускники Института культуры, они уже в профессии, и яркий пример – это фильм Әлдермештән Әлмәндәр, в составе которого в команде очень много студентов Института культуры и выпускников. А эти дети, которые учатся сегодня в 8, 9, 10, 11 классе, они сегодня на пороге выбора профессии. Мы таким образом через этот фестиваль Милли Мультфест показываем новые возможности новых современных продвинутых профессий. От себя тоже хочу добавить. В прошлом году только после финального этапа думал, что мы действительно воспитываем будущих специалистов, и они уже заранее проходят вот эти этапы. Например, первый год не получилось, они не смогли пробиться, а духовно же человек падает, а у них получается, когда мы проводим новый конкурс, у них опять появляется мотивация и снова подняться и делать, стараться. А в реальности же в студии также клиенты разные бывают. Иногда клиент может сказать: мне не нравится, некрасиво, а ты должен заново сгенерировать. И вот, получается, у детей заранее воспитывается вот это терпение, понимание, то, что надо идти еще вперед, еще лучше делать.
Я тоже добавлю, да, что дети, быть может, это не так оценивают, конечно, сегодня, да, но вот я на одном фестивале говорил, да, мне было 39 лет, когда мы первый раз мой мультфильм показали на большом экране, а они такие маленькие, И уже пока. да, и у них фильмы уже на экранах кинотеатра. И, ну, может быть, надеюсь, кого-то это вдохновит, потому что это чудо видеть свою работу на большом экране. Ведь мультфильм – это картинка во времени. То есть, когда ты создаешь мультфильм, ты рисуешь картинку во времени. То есть, у тебя обычный художник, он просто картину написал и все, да, а тут надо много картинок, чтобы было движение. Еще вот созидательное мышление, получается, у детей развивается. То есть творчество – это созидательное мышление. Все вокруг у нас сделано с помощью созидания, как бы. Это, то есть, конструктивное мышление. Поэтому, на самом деле, анимация именно как профессия тоже, она очень сложная. А с детства это проходить нужно. Я бы сравнила фестиваль Милли Мультфест, если вот аналогию брать по задачам, по целям, с фестивалем, который очень долгое время проводится в Татарстане, Алтын калям, Золотое перо. Вот там это основа для журналистики, а здесь основа для кино и анимации. Вот, по сути, задачи одни и те же. Воспитать поколение новых специалистов, зарядить их, дать стимул для того, чтобы в этом направлении дальше развиваться. Поступать в вузы, ехать в Москву, в Питер, там, где есть эти специальности, и возвращаться в Казань, в Татарстан, чтобы дальше творить здесь и поднимать эту киноиндустрию и анимационное искусство. Менә безгә онлайн сорау килде Ватаным Татарстан газетасыннан. Миләүшә Ләбибовна, район мәктәпләре авыл балалары белән ничек эшлисез? Районнарда анимация белән эшләү өчен мөмкинлекләр бармы? Икенче сорау да бар. Әйе, бу бик яхшы сорау, чөнки без беренче елны мин сөйләдем инде. Без 48 мәктәп таптык, анимация һәм кино белән шөгыльләнгән мәктәпләр булды ул. Һәм ул вакытта бит әле пандемиядан соң вакыт иде. Мин беренче тапкыр шул районда булган мәктәпләрнең директорларын җыйдым онлайн Zoom конференциядә. Һәм шул вакытта без инде аңладык, һәрбер районда, һәрбер авыл мәктәбендә дә андый мөмкинчелек бар. Компьютер булса, ул программаларны алырга хәзер әллә нинди проблема түгел. Менә анимация эшли торган программалар бар бит инде алар, әйме, Айнур? Һәм әгәр компьютер булса, әгәр теләгең булса, бу әйберне эшләргә була. Любой мәктәптә. Һәм икенче сорау, балалар ясаган фильмнарны интернеттагы чыганаклардан карап буламы? Шаян ТВ аларны яшь күрсәтәме? Шаян ТВ яшь күрсәтә, аннан тыш безнең татар киноның сайтында онлайн кинотеатр бар. Менә шул кнопкага бассагыз, сез инде YouTube каналга килеп чыгасыз, һәм YouTube каналда бөтен альманахлар бар. Ягъни безнең интернетта bütün балалар ясаган мультфильмнар барлыкта бар. Сораулар бармы? Миләүшә Ләбибовна, менә сез безнең мультфильмнарны ничек бәяләр идегез башка төбәкләр белән бәлки чагыштырганда, менә бу безнең бу индустрияны дип әйтим мин шунда. Без Беләсезме, менә алда барабызмы? Без менә бу соңгы арада гына 2-3 дип әйтик инде, 3 өлкәдә булдык. Беренчесе ул башта Татарстан мәдәният көннәре булды Белоруссиядә, Минскида. Һәм без Беларусь фильм директоры белән күрештек анда, таныштык. Ул шаккатты безнең мондый фестивальне барлыгына. Һәм әлбәттә бирегез әле сезнең нигезләмәне. Бездә үзебездә шундый фестивальне үткәрәбез, чөнки безгә дә шул анимацион фильмнар балалар студияләре кирәк диде. Бу бер булды. Мин шаккаттым, Белоруссиядә әлегә кадәр юк икән ул әйбер. Икенчесе Чечняга бардык, анда да Татарстан мәдәният көннәре булды. Без анда департамент по кино директоры һәм әгъзалары белән күрештек. Аларда да, Чечняда да бу әйбер юк. Өченчесе Үзбәкстанга бардык. Менә әле генә кайттык без. Анда да нәкъ менә шул заманча эшли торган мультфильмнар студияләре юк дәрәҗәдә һәм мондый балалар өчен фестиваль юк.
Зур фестивальләр бар, ә менә балалар өчен анимация һәм кыска метражлы фильмнар фестивале юк. Шуннан мин нәтиҗә ясыйм, әле без бу фестивальне үткәрү белән кайбер регионнарны да өйрәтергә мөмкин. Мин ничек бәйлим? Әлбәттә, бу мультфильмнар әле бишлегә түгел, әлбәттә, моның өстендә эшләргә кирәк. Ләкин сыйфатлы продукт булдырыр өчен күп эшләргә кирәк. Русча әйтсәк инде, я все время не устаю повторять, что переход количества в качество никто не отменял. Чем больше наши дети, подростки, молодые люди будут делать анимационных фильмов, каких-то короткометражных, художественных, игровых фильмов, документальных, тем быстрее мы получим результаты. Поэтому и этот фестиваль, и другие возможности, которые дает республика для развития, они работают только на будущее качественное пополнение и специалистами, и продуктом. Все равно когда-нибудь это будет в очень хорошем качестве, если постоянно поддерживать эту среду. А мы с помощью этого фестиваля создаем среду и поддерживаем интерес. И мнение, да, Сергея Владиславовича, очень интересно. Да, я хотел тоже добавить, что история важнее, чем качество. И когда вот это совет тем, кто начинает, не бойтесь сделать плохо. Главное сделать интересно, потому что очень много примеров есть в большом кино, когда были вложены бешеные деньги, но если история слабенькая, то она и как ни вкладывая, она неинтересная. И опять-таки есть много примеров, когда мультфильм сделан из лего какого-нибудь, да, из спичек, а сюжет может захватить и сопереживание, и все. Поэтому вот тоже опыт именно рассказать историю, вот самая основная важность в создании мультфильма. Ну или и фильма тоже. Какой оцениваете уровень наших работ по сравнению вот с коллегами из других регионов? Да. У тебя есть сравнительно? Ну да, я был на фестивале в Горно-Алтайске детской анимации, членом жюри. И я утверждаю, что у нас очень достойный уровень. Очень достойный уровень. То есть у нас работы есть, которые и интересные, и по качеству очень хорошие. А что нужно, чтобы качество еще больше выросло? Ну это да, это, конечно, безусловно, что... Но это уже такой уровень, которому надо все-таки учиться. Это уже образование. То есть, чтобы достичь именно технического качества, тут нужно и оборудование, и уже знания какие-то. А вот прикоснуться к этому великому искусству можно достаточно дешево и просто. Да. Леон Шамиль, Татар-Информ. Вот мы уже полчаса, может быть, говорим о качестве, о том, что подъем идет, мультипликация в анимации. И все словами говорим. Вам надо было принести несколько роликов, мультфильмов. А мы дали мультики, их надо просто где они? запустить. Мы прислали мультики, да. Да? Их надо просто запустить. Глеб, запусти, пожалуйста. Если они скачали, конечно. Да. Мы дали для просмотра специальную работу, которая была в прошлом году, одной из лучших. Но если ее не скачали, то мы не сможем посмотреть. В том году одна из лучших работ была сделана из конструктора Лего. И опять-таки был яркий пример, когда история взяла... Ну, там и качество хорошее было, но и сама история была очень интересна. Кстати, 3 работы предоставил этот паренек. Ну, и аниме есть качество. Вот как раз буинская девочка, она делает аниме. И уже 2-й год хорошую историю, причем с продолжением. У нее такая сериальная история в технике аниме. Есть очень много пластилиновой анимации. Это в основном детки делают в детских садах, потому что у них есть уроки труда или там пластилинового, да. И они потом еще сопричастны к созданию мультфильма. Мало того, что они слепили это, они еще видят, как это снимается, и как потом эти фигурки, сделанные их руками маленькими, начинают двигаться на экране. Есть бумажная анимация, тоже, кстати, неплохая история. Техника стоп-моушен. В основном преобладает техника стоп-моушена. Это когда с помощью фотоаппарата
телефона, ну, покадрово двигают, снимают, и в результате получается эта анимация. 3D, кстати, тоже было пару мультиков. Именно в программе на компьютере полностью делаются. То есть 3D модели. Там Данко вроде было, да? Экранизация Данко. Не могут найти, мультики для тебя не могут найти. Для вас специально, special for you, не могут найти мультики пока, которые мы отправляли. Сейчас поищет. Но на сайте Татаркино есть. В любой момент вы можете прямо сейчас открыть сайт Татаркино, открыть любой мультик и альманах, выйдите на альманах, который у нас, кстати, очень неплохие просмотры у этого альманаха. Я имею в виду даже в интернете. Что мне тоже нравится, да, в детских работах, ну, как бы так себя тоже, ну, татар-мультфильм себя похвалю в том плане, что очень многие брали за основу какие-то наши мультфильмы, объединение татар-мультфильм. То есть либо, ну, в хорошем смысле воруют персонажей, либо фаны. И, ну, я только рад, что это, то есть наша работа пригождается, что дети вдохновляются нашими работами. Прямо мультфильмы 2010 года встречаются там. Но сразу зато познает качество, куда стремиться, сразу видит. При Это всем классно. большом уважении к татарской культуре, да, вот такой маленькая ложка дегтя, да, у нас как будто нет, кроме Шурале и Суанасы, никого больше. То есть каждый третий мультфильм либо Суанасы, либо Шурале. И вот вопрос к вам. Назовите мне еще татарские сказки, кроме Шурале и Суанасы и Камыр-Батыра. Тоже были, кстати. Да. Да. Но просто вот таких авторских редких, ну, именно чтобы прямо совсем ни у кого не было, именно Шурале и Суанасы. Говорю, ну, Камыр-Батыр еще куда. Так, вот не помню насчет этого. Гафу Тыгыс, мен татарча білмем. Не, была ли экранизация именно художественной литературы? То есть не... Да, Не скажу. про войну было какое-то. Ну, да, я вот... Но единичный случай. Кстати, вот тоже задавался вопросом, почему все уходят как бы в сказки, а художественную литературу как бы не экранизируют. Это вот надо спросить у самих именно участников. Вот на финале, если я не забуду, этот вопрос задам я. Зрителям имеется, аудитории. Вот пошли. Да, это про Альметьевск. Но это один из старых мультфильмов, татар-мультфильма почему-то запустили. Первые мультфильмы мы делали в технике прямо классического рисования. Классно. Ну, с легкой перекладкой. «Карта сокровищ» называется данный мультфильм. О том, как нашли нефть в Альметьевске. Когда мы, это 10-й год, когда мы, говорю, только 10-й или 11-й год эти мультфильмы, когда мы только начинали этим заниматься, мы же тогда, ну, были, просто вот собрали сумасшедших по городу. И люди, которые просто хотели делать анимацию. Да, конечно, это не Дисней, но тем не менее эти мультфильмы существуют. «Приключения нефтяши» 54 серии на сегодняшний день. И тоже получился целый пласт. Я даже ездил в Альметьевск на встречу с фанатами. Здорово, здорово. Не, на самом деле, вот сейчас, я уж раз Сергей затронул, всегда сравнивают там со студиями там с Запада, голливудскими, там, Дисней или там другие. Типа, почему у них так, а у нас как бы не так. А на самом деле, давно уже те же самые диснеевские студии или западные студии, они не стали там западными, они стали мировыми. То есть там работают со всего мира специалисты. А у нас работают, получается, условно говоря, местные. То есть если мы соберем такую же сборную, у нас тоже получится мега-супер. Но на самом деле у нас и так сейчас получается очень даже хорошо. Я поэтому доволен как бы и нашей индустрией, как в кино, так и в мультиках. То, что мы давно уже догнали Запад на самом деле.
Зато у нас есть душа в наших мультиках. Ну и пока ищут мультики, вот тоже одну мысль хочу сказать. В прошлом году тоже думал, вот если вот эти мультики поставить посередине именно в рамках конкурса. С одной стороны, вот дети, которые не знали татарскую культуру, они начинают узнавать, потому что мультик же надо сделать про татарскую культуру. То есть они начинают читать, спрашивать, то есть узнают. Может, кто-то вообще про этого не знал, обогащается. А с другой стороны, это же аудиовизуальный продукт, его посмотрят, опять же узнают про татарскую культуру. На самом деле, я сам вроде татарин, но, оказывается, я так тоже мало знаю как бы о нашей культуре. Тоже вот такой пример приведу. Мы делали проект, который называется «Век Татарстана». И он был посвящен гербам. Это тоже мультик, который наши сделали где-то. Нет, это наш. Да, это «День татар-мультфильм», «Мышь, попавшая в молоко». Там в кавычках было в книжке по мотивам статьи из одной американской газеты. И мы поэтому так сделали. Вот это тоже объединение татар-мультфильм. Приз фондан күпме? Призовой фонд. Гомумән күпме акча биргәнен әйтә алам. 1 миллион 700 мең сум. Аның 1 миллионы шул призовой фонд. Калганы инде оештыру мәсьәләсе. Монда тагын бер әйтергә әйберем бар. Без менә бу балалар өчен Байтикта шундай бер профильную смену үткәрәбез. То есть вот когда дети нам присылают материалы, уже самые лучшие попадают на профильную смену в лагерь Байтик. И в этом лагере Байтик, кроме того, что ребята делают в эти короткие сроки какие-то мультфильмы, они и получают мастер-классы, туда приезжают наши педагоги, члены жюри, разбирают работы, анализируют их эти работы. И уже перед церемонией закрытия эти ребята получают достаточно много знаний. То есть у нас, кроме того, что просто собираются заявки и там проводится церемония закрытия, мы еще даем такую большую образовательную программу в рамках лагеря Байтик, профильной смены. В этом году это будет во время каникул. Шәләбивна менә без сез атап киттегез бер кызны бу районыннан тагын менә безнең ниндидер йолдызларны атый аласызмы шундый фестиваль конкурс барган. Менә әйе, бәлки алар безнең киләчәктәге мультфильм йолдызлары булырлар. Әминә Жәлялова. Бу инде бу кызы шуны әйткән идем, һәм Адымнар полингваль комплексы укучысы Ясмина Шәмсетдинова. Менә шул ике әйберне без монда җибәргән идек күрсәтер өчен, ләкин нигәдер алар барып җитмәгән сезнең операторга. Менә бу ике мультфильмны күрсәтергә мөмкин иде. Это я фамилии назвала лучших, которые были. Сораулар бар? Что хотели бы сказать журналистам, может быть, что-то и участникам, возможным участникам конкурса? Но здесь в первую очередь надо, конечно, обратиться сейчас к директорам и руководителям этих объединений, школ, анимационных каких-то кружков, чтобы поторопились в этом году, попали в конкурсную программу, потому что, я уже как сказала выше, есть призы, которые даже помогают ребятам купить там новое оборудование, компьютер как минимум. Это такая хорошая поддержка. И мы готовы даже продлить, потому что только что начался учебный год, ребята с начала учебного года начали делать свои мультики, и многие говорят, что на выходе есть, но еще не готовы. Поэтому мы готовы продлить до 1 ноября, и вместе с жюри, в который, кстати, входят и представители Союза мультфильма, и наши ребята справа-слева, мы готовы рассмотреть все заявки, которые придут до 1 ноября. То есть мы немножко продлеваем, отходим от регламента, продлеваем конкурсную заявочную кампанию. А вы? Сергей, скажешь, да? Нет? Или я тоже хотел добавить. Ну, я хочу пожелать вот этого задора, удачи участникам и амбиций. И самое главное, то есть
Да, выиграть всегда хорошо, но попасть на фестиваль – это тоже большое дело. Показать свой мультфильм зрителю – это основная задача режиссера. И вот желаю всем, чтобы работа попала в конкурс и ее увидел зритель. Да, тебя тоже хочу вот участникам, а именно даже их учителям хочу сказать, чтобы они давали больше как бы свободы своим ученикам. То есть, да, должна быть определенная цензура, но фантазия, полет фантазии тоже должна быть, чтобы они не как бы не стеснялись, потому что вдруг получатся такие гениальные продукты, которых Да, и можно этих дальше учителей поздравляем сегодня с С праздником. праздником, кстати. да. И приглашаем всех вас 25 ноября в кинотеатр «Мир» в 11 часов на церемонию закрытия фестиваля. Увидите своими глазами, что сделали ребята в этом году. Рахмат. Спасибо. Біздің грузияларымыз сұрауы қалған болып шықты. Ну, балаларны кызыктырабыз, а это вообще перспективная профессия. Вообще, алар акча эшли аламы, аниматорлар. Вот в татар мультфильме, может, у вас вообще, как они зарабатывают дальше? Ну вот, например, мы больше, конечно, компьютерную графику делаем для кино, но это все равно современная профессия называется художник по компьютерной графике. Они могут и мультики делать, и фильмы. Конечно, можно, например, вот не уезжая из Альметьевска, как мы, например, делать для больших фильмов, в которых там снимают не только в Москве, Санкт-Петербурге, где-то в Гонконге, например. Конечно. Деньги зарабатывают? Нормально? Да. Востребован. Не хватает специалистов на самом деле, особенно в последнее время, как говорится. Фильм. У меня есть такая шутка, к сожалению, работа нравится. Ну, да, конечно, то есть голодными не ходят аниматоры, это точно. Но по-разному бывает. Но то, что это профессия настоящая, такая же, как везде, но это в любой профессии можно зарабатывать, и нет. Главное делать качественно. Да. Всегда Наверняка же где-то есть голодный журналист, да? есть сытые. То есть, как в любой профессии. Спасибо. Рахмат. Матбугат конференциясы төгәлләйбез.